В эфире вечерние новости, в студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Региональный Минтранс назвал примерные сроки открытия паромных переправ на реках Якутии. Ремонт федеральных трасс в Нюрбинском районе продлится до октября. С какими проблемами сегодня столкнулись дорожники? А алёкминские власти заявили, что попасть на эссе Холонхо-2021 возможно будет только после вакцинации. Начнем выпуск с информации о половодье. На реке Лени ледоход наблюдается у села Хамра Ленского района. Уровень воды ниже нулевой отметки при критических 9 метрах. Далее в районе города Ленска остановка ледохода. Уровень воды менее 7 метров при 17,5 метрах критических. В районе села Мурья, Разводье, уровень также ниже нулевой отметки. Возле села Батамай остановка ледохода. А у села Нюя вода поднимается на 15 сантиметров раз в 4 часа. Уровни пока далеки от критических. В районе же села Турукта подвижки льда, Разводье, уровень воды ниже нулевой отметки. Стали известны примерные сроки открытия паромных переправ. Маршрут Нижний Бестях-Якутск начнет работу ориентировочно с 25 мая. На реке Алдан паромы начнут ходить с 23-го, а на реке Вилюй 26 числа месяца. Такую информацию предоставили в региональном Минтрансе, добавив, что все будет зависеть от паводковой обстановки на водоемах региона. Всего в Якутии 16 паромных переправ. Это порядка 40 единиц флота, более 20 перевозчиков. Минтранс начинает обустройство накопителя в Нижнем Бестяхе, где отдельный проезд будет предусмотрен для грузового транспорта. Якутяне смогут отслеживать рейсы паромов с мобильного приложения. Всех перевозчиков планируют подключить через трекер «Паромы Якутии» в этом году. Это позволит увидеть работу паромных переправ в режиме реального времени, отображать информацию о причалах и расписании рейсов. Сейчас приложение дорабатывается и работает пока в тестовом режиме. Данные с паромов поступают через трекер, подключенный в капитанской будке, либо путем интеграции через систему ЛОРП. На переправе Якутск-Нижний Бестях из 13 паромов к системе подключены 7. На переправе Качекацы-Махсагалох подключен 1 паром из 5. По оперативным данным авиалесоохраны, на сегодня на территории Якутии действуют 9 природных пожаров в 7 районах и близ города Якутска. Общая площадь, пройденная огнем, 117 гектаров. Крупных возгораний нет. Идет непрерывный мониторинг задымленности. На борьбу с огнем привлекались 207 человек и 24 единицы техники. За сутки задействовано 9 патрульно-контрольных групп в количестве 29 человек. По результатам работы составлено 2 протокола об административных правонарушениях. Теперь об эпидобстановке. За сутки в Якутии выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Якутске заболел 61 человек. Сложной остается ситуация в Мегино-Кангаласском районе. Там выявили 19 случаев. В Усть-Алданском районе заболели 5 человек, в Амгинском, Горном и Чурапчинском по 3 случая. В Алданском, Вилюйском, Намском и Нюрбинском районах по 2. По 1 человеку заразились в Кобяйском, Оленёкском, Сунтарском и Хангаласском районах. За сутки лаборатории региона провели порядка 3200 исследований на COVID-19. Оперштаб Якутии сегодня обращает особое внимание на ситуацию в тех районах, где отмечается значительный рост заболевших коронавирусной инфекцией. Необходимо обратить внимание на наличие прежде всего новых случаев в Оленёкском улусе. Это улус, один из которых был достаточно долго чистый от коронавирусной инфекции. Кроме того, осложняется ситуация в Усть-Алданском районе, в связи с чем как жителям Усть-Алданского района, так и гостям, приезжающих в этот район, необходимо обратить внимание на все-таки осложнение санитарно-эпидемиологической там ситуации. В особом внимании, под особым вниманием органов государственной власти относится Мегино-Кангаласский район Республики Саха-Якутия. К сожалению, со стороны оперативного штаба района принимается малое количество действенных мер, направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и контроля на территории района. Хангаласские эпидемиологи сообщили, что в районе коронавирусом заболели 12 детей. У 2 ребятишек он подтвердился лабораторно. Остальным диагноз поставлен по клинической симптоматике. Вилета Засимова продолжит.
Возраст заболевших детей от нескольких месяцев до 14 лет. При этом у самого маленького заболевшего диагностирована пневмония средней степени тяжести. Он находится в инфекционном отделении. Рентген также показал пневмонию еще у 3 детей. Они также проходят лечение в инфекционке. Остальные дети лечатся на дому. Заболевшие дети из города Покровска, поселка Махсагалох и села Актемцы. Источник заражения – семейные очаги. В начале первые дни у них высокая температура. Клиника сразу появляется. Кашель, одышка. Также коронавирус обнаружили у беременной женщины. У нее пневмонии нет, лечится амбулаторно. Всего на данный момент в инфекционном отделении в поселке Махсагалох получает лечение 21 человек. В городе Якутске 3 человека. В Мегино-Кангаласском улусе 1 человек. Лечится на дому 9 жителей, бессимптомных носителей не выявлено. Активно идет вакцинация населения. Последний завоз вакцины Эпивак Корона в количестве 500 штук был 4 мая. На сегодня первый компонент получили 3782 жителя. Второй компонент – 3188 человек. Из них старше 60 получили 1220. Это первый компонент, второй получили 900. Согласно недавнему указу главы республики, после вакцинации от COVID-19 якутяне могут оформить оплачиваемый выходной. Мы рекомендовали всем руководителям учреждений, предприятиям, главам муниципальных образований внести в коллективные договоры подчиненных работников дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы в день и 1 день после получения вакцины от новой коронавирусной инфекции. В администрации муниципального района Хангаласский улус такая работа уже проводится. Вносятся поправки в коллективные договоры, где предусматриваются вот эти вот дни. Всего с начала пандемии с прошлого года в Хангаласском улусе зарегистрировано 1166 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1094 человека выздоровели. Умерло 38 жителей. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Ремонт дорог в Нюрбинском районе должны завершить к октябрю этого года. Там сейчас продолжается укладка полотна по 2 государственным контрактам с предприятием «Рик Автодор». Ремонтируют круглосуточно, задействовали более 20 единиц тяжелой техники и 30 дорожных рабочих. Основной проблемой называют долгое согласование карьеров, так как отводные мероприятия длятся от 1,5 до 2 лет. Это проблема в основном дальневосточных регионах, как сказал, да, потому что в центральных регионах в основном все карьеры отведены, то есть грунт покупной. А у нас в Республике Саха и других дальневосточных регионах приходится отводить карьеры. Так как мы местные, да, у нас несколько карьеров есть уже отведенных. Поэтому как-то мы, потому что мы местные подрядчики, нам как-то немножко легче в этом плане. По жалобам горожан административная комиссия Якутска начала проверять общественный транспорт на соблюдение санитарных правил. Антисанитария, несоблюдение масочного режима и другое стало поводом для беспокойства жителей. Рейдировать начали с конечных остановок. В ходе наблюдений члены админкомиссии убедились в том, что жалобы возникли не на пустом месте и в соответствии с регламентом составили административные протоколы. За невыполнение требований указа главы региона и оперштаба нарушителей штрафуют на сумму от 1 до 4 тысяч рублей. Посмотрели 3 автобуса, и во всех этих 3 автобусах пока что, да, видно, что дезинфекция не проводится, в одном автобусе имеется. Даже у них журналов нет о том, чтобы проводить дезинфекцию. В одном автобусе есть журнал о проведении дезинфекции, но последняя запись стоит 24 ноября 2020 года. Это говорит о том, что дезинфекция вообще не проводилась практически уже с этого времени. Маршрутные автобусы должны проводить дезинфекцию на каждой остановке. То есть приехали на конечную остановку, провели дезинфекцию и поехали дальше. И так каждый раз. И водитель должен находиться всегда в маске, если присутствуют пассажиры или другие люди. Регионам выделят субсидии на жилье для детей-сирот. Соответствующее постановление правительства вступило в силу сегодня, 14 мая. Как следует из документа, субсидии предоставляются при наличии у субъектов собственных средств, так как деньги выделяются на условиях софинансирования. В регионе должна быть госпрограмма по обеспечению жильем детей, оставшихся без попечения родителей, и список нуждающихся в жилплощади сирот в возрасте от 18 до 23 лет.
В Алекминске построят новую котельную. Определен подрядчик — автотранспортное предприятие города, которое ранее уже предоставляло эту услугу. Администрация Алекминска готова поддержать инициативу. Работы в этом направлении уже начаты. О них разузнала наш корреспондент Елена Фаст. В этом месяце завершает свой последний отопительный сезон котельная «Экогрупп» в городе Алекминске. До конца сезона эксцессов быть не должно. В дальнейшем компания отказалась от оказания услуг. Поскольку на этом участке запитано значительное количество домов, отрабатывались варианты. Продолжает эксплуатировать эту котельную, как работает. В данный момент уже как плюсовые температуры более-менее вроде бы работает. Планы по котельной — построить новую котельную с целью, так сказать, поставки, добросовестной поставки теплового ресурса потребителям. Администрация города заинтересована в этом деле, потому что как все-таки это черта города, люди и тому подобное страдают от данного, так сказать, данной недопоставки тепла. Администрация города на данный момент разместила конкурс на предоставление субсидий подрядчику, который будет выполнять строительство котельной. Автотранспортное предприятие ранее и занималось оказанием услуг по поставке тепла в этом районе. Есть опыт и понимание, что и как должно быть. Котельная предполагается на другом виде топлива, то есть это на нефти, потому что есть все равно программы какие-то, районные программы о том, что с переходом со временем на газ это будет проще перейти уже на другой вид топлива, то есть там просто меняются форсунки и подключается газовое топливо. Сейчас такая тенденция вообще по республике идет. На данный момент ведутся переговоры с поставщиком оборудования. Определено место под новую котельную. Предприятие уверено, к началу нового отопительного сезона успеют подать тепло уже с новой котельной. Я думаю, что в этом году мы сможем построить котельную и запустить ее в сентябре месяце, когда начнется отопительный сезон. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Также в Алекминске приняли решение, что к участию эссе «Халанхо-2021» допустят только привитых от COVID-19 граждан. Напомним, мероприятие пройдет с 20 по 21 июня. Как сообщили районные власти, при этом окончательное решение о формате празднования будет принято с учетом текущей эпидемиологической обстановки. Однако подготовка к празднику на данный момент идет в обычном режиме. Большое внимание, помимо наличия сертификата о прививке, будет уделено контролю за соблюдением санитарных требований, а именно дезинфекции объектов, наличию масок, перчаток и социальному дистанцированию. Глава Якутии Айсен Николаев станет гостем первого выпуска новой передачи «Путь-Го» на Якутия-24. Он расскажет о своем опыте игры в древнюю настольную игру. «Путь-Го» будет выходить каждую пятницу в 20:45 на нашем телеканале. А к этой минуте у нас все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.